Вот и подошел к концу 2023 год. Пора подвести итоги. Этот год, как и предыдущий, был богат на значимые события, как в экономической, так и политической сферах. Так, в этом году состоялись выборы главы Ленского района. Жители проголосовали за депутата в Государственное собрание Илтумен, а также поменяли депутатский корпус. Эти события мы ставим на первое место, ведь именно от нашего выбора зависит дальнейшее развитие и судьба нашего района. Можно сказать, мы творим историю нашего района, нашего города. В марте мы будем творить историю нашего государства. От нашего выбора зависит дальнейшая история города, района. Если говорить о экономических событиях, то в этом году на территории Ленского района началось строительство масштабного проекта «Новоленская ТЭС». Вести его будут предприятия группы «Интеррау». Основным топливом электростанции будет являться природный газ. ТЭС станет источником энергосбережения восточного полигона. Новоленская ТЭС обеспечит активное освоение минерально-сырьевой базы Якутии. Установленная мощность электростанции будет 550 мегаватт. Она станет одной из самых крупных в регионе. Газ для работы электростанции будет поступать со Среднебедоувинского месторождения, расположенного в Мирнинском районе Якутии. Для этого будет расширен узел комплексной подготовки газа компании «Алросагаз». Сегодня на объекте ведутся подготовительные работы, то есть готовится площадка, производится расчистка территории и подготавливается площадка, в первую очередь, это для строителей, для временных жилой городок будет. И в дальнейшем следующие площадки будут подготавливаться именно наземная часть, и в дальнейшем уже заказчики и генеральный подрядчик будут привозить оборудование, устанавливать. В процессе строительства будет построено около 200 километров газопроводов и возведено 1200 километров линий электропередач. В ходе реализации проекта будет создано 1500 рабочих мест. Новоленская ТЭС будет играть огромную роль в реализации промышленного потенциала республики, развитии железнодорожного сообщения между западом и восточной частью нашей страны. Завершить строительство тепловой электростанции планируется в 2028 году. Еще одно важное событие – открытие моста через реку Нюя. Он стал 50-м юбилейным мостом в республике, построенным за последнюю пятилетку. Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Анатолий Потапов, присутствующий на торжественном открытии, отметил, что это событие важное не только для района, но и для всей Западной Якутии. Как мы знаем, Ленский район богат месторождениями газа, нефти, конденсата и строительными материалами. Отсюда заводятся все материалы с речпорта в сторону Удачного, Мирного, в сторону Анабара, в сторону Цунтарского района. Поэтому это будет одним из стратегических мостовых переходов. Мост длиной 3 пролета по 60 метров. Общая протяженность с подходами 1 километр 700 метров, двухпутный. Теперь жители Ленского района и перевозчики могут беспрепятственно, а главное безопасно передвигаться по мостовому переходу. Строительство школы искусств стало еще одним важным событием года. Начато оно было в 2021 году. Но первый подрядчик оказался недобросовестным, и условия контракта выполнены не были. В августе прошлого года был заключен контракт с новым подрядчиком из Хангаласского района, и работы были продолжены. Сегодня они близятся к завершению. Сдать объект планируется в феврале следующего года. Новое здание детской школы искусств рассчитано на 360 учащихся. Здесь 3 этажа, площадь более 4000 квадратных метров. Тут же расположится двухуровневый зрительный зал на 250 мест, актовый на 70 мест, десятки учебных классов. Также в школе искусств будет лифт, музей и буфет. Напомним, что строительство ДШИ осуществляется полностью за счет бюджета района. Оно обошлось в 280 миллионов рублей. Кроме того, в этом году сданы в эксплуатацию несколько социально важных объектов. Так, например, начал свою работу зал по адаптивной физической культуре. Занимаются в новом помещении дети и взрослые. Для ленчан с ограниченными возможностями здоровья в новом спортивном зале созданы все условия. Работают квалифицированные специалисты. В новом спортивном зале тепло и уютно. Много инвентаря, беговые дорожки, велотренажеры, установлены турники и теннисный стол. Пришло у нас оборудование, это в рамках спонсорской помощи от Иркутской нефтяной компании. Стоимость оборудования составила 1 600 000. Сам проект у нас обошелся порядка 18 миллионов. С таких позиций мы сейчас планируем в конце октября начать его эксплуатацию. Кроме этого, у нас есть спецавтомобиль для людей с ограниченными возможностями, которые сами не могут обеспечить приезд туда, в этот спортзал. И поэтому у нас на регулярной, надеюсь, основе, системно будет работа поставлена для того, чтобы эти люди смогли посещать этот спортзал.
2 месяца назад в Ленске открыли 2 телятника, летнюю ферму «Сайлык». Напомним, что в октябре прошлого года было открыто новое подразделение всем известного скотоводческого предприятия «Батамайское» в местности Тихан для молодняка крупнорогатого скота на 250 голов. В связи с стремительным увеличением поголовья места для стада стало не хватать, поэтому было принято решение начать реконструкцию еще 2 старых объектов, находящихся тут же на территории Тихана. Дальше пошли, потому что у нас потребность именно в свежем мясе у нас в Ленском районе, она каждодневная. Поэтому приняли решение дальше пойти и уже где-то конкретно создать комплекс для откорма телят. Из 9 объектов мы сейчас восстановили 7. Осталось еще 2 объекта. Из них на сегодняшний день мы уже открыли 3 телятника. Первый открывали в прошлом году на 250 поголовий. Сейчас открыли 1 на 250 и на 100 поголовий. Телятник рассчитан на содержание молодняка в возрасте от 2,5 месяцев до года. Здесь телята будут проходить откорм. На территории Тихана создан запас комбикорма из сена. Работает убойный цех. Сегодня на территории бывшего птичника, он же Тихан, создан целый животноводческий комплекс. В следующем году планируется восстановить еще 1 телятник, повысить поголовье скота до 1000 голов, а также начать реконструкцию помещения под свинарник. По свинарнику, то есть будем этот вопрос прорабатывать. Понимаем, что это рисковая на сегодня такая деятельность, да, в связи с вспышкой африканской чумы, но тем не менее эту проблему мы себя не снимаем и планируем в дальнейшем тоже этот вопрос проработать и реализовать. В этом году в Ленске было открыто долгожданное овощехранилище. Благодаря районной администрации, которая и стала заказчиком строительства, важный проект удалось реализовать. Реконструкция здания бюджету района обошлась в 42 миллиона рублей. Площадь склада составила 3750 квадратных метров. Здесь хранятся выращенные и собранные на территории Ленского района капуста, лук, свекла, морковь и картофель. Отсюда происходит и дальнейшая транспортировка в продовольственные сети и на предприятия общепита. Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия Василий Бессонов, который участвовал в торжественном открытии овощехранилища, отметил, что Ленский район один из немногих в республике, кто за счет собственных средств занимается реализацией таких масштабных сельскохозяйственных проектов. Бюджета муниципального образования Ленский район средства предусматриваются в очень хорошем объеме. Есть потенциал для развития сельхозтоваропроизводителей. Есть даже те меры поддержки, которых нет государственных мер поддержки. Очень отрадно, что муниципалитет очень внимательно относится к сельскому хозяйству. Александр Черепанов рассказал, что овощехранилище позволит обеспечить жителей района местной свежей продукцией, а также даст возможность поддержать аграриев, чтобы планы, которые у них были на перспективу, они могли воплотить в жизнь. Если смотреть в историю, да, то есть у нас площадей посевных было гораздо больше и в разы больше. То есть сейчас у нас, к сожалению, то есть площадя сократились, но с вводом в эксплуатацию такого объекта, как овощехранилище, это даст такой импульс, толчок для наших аграриев. Они смогут планировать свою деятельность, смогут расширять свои посевные площади. И мы на этом, конечно, будем настаивать для того, чтобы нам сделать кооперацию не только внутри района, но и выйти, конечно, нам на внешние рынки. Это наши соседние улусы. Вместимость овощехранилища 3000 тонн. В помещении несколько отдельных боксов с климат-контролем и вентиляцией. Овощехранилище оснащено необходимым оборудованием. В Ленске в этом году начал работу комбинат школьного питания. Создан он был на базе городского молокозавода. Теперь все ученики школ будут питаться по меню, представленному единым муниципальным поставщиком. Объем выпускаемой продукции на молокозаводе в связи с открытием нового направления увеличился в разы. Ежедневно здесь производится более 2500 мясных биточков и котлет, выпекается хлебобулочная продукция и кондитерские изделия. Мы доставляем в школы полуфабрикаты. Это биточки куриные, котлеты куриные, тефтели, мясные тефтели, потом котлеты мясные и рыбные котлеты. В школу мы еще отправляем булочки, кондитерские изделия, кексы, зефир делаем, очень вкусный. К открытию муниципального школьного комбината, рассказывает глава района Александр Черепанов, шли давно. Ленский район стал первым в республике, кто внедрил пилотный проект в жизнь. Это такая важная часть, составляющая для того, чтобы мы подняли культуру питания именно в школах, для того, чтобы у нас повысилось качество. Почему мы решили такое, скажем, на молокозаводе? Для того, чтобы мы могли именно регулировать, могли обучать персонал.
Сегодня для комбината школьного питания приобретено дополнительное оборудование. Открыт овощной цех, где производится очистка картофеля, свеклы и моркови. Все городские школьники питаются теперь по единому меню. С появлением школьного комбината питание учеников улучшилось в разы. Теперь питаются школьники на 280 рублей в день. Помимо горячего питания, ученики младших классов ежедневно получают перекус. Мы сейчас только покушали, и нам дали полник. У нас и печенье, фрутоняня, и внутри еще прибавок сок. Вот такое полноценное питание сегодня получают все городские школьники. Есть, конечно, у ребят пожелания, и их районное управление образования будет рассматривать. Продолжилась в этом году и газификация частных домов. На данный момент газ подведен почти к 100 домовладениям. Продолжается выплата материальной помощи ленчанам, которые решили подвести газ в свои дома. Как и прежде, она составляет 150 тысяч рублей. В этом году ее получили 14 жителей. Со следующего года в программе добавилась еще одна категория жителей частного сектора, которые могут претендовать на материальную помощь. Это инвалиды второй группы. В этом году началась газификация населенных пунктов. До сих пор сельчане вынуждены пользоваться печным и электроотоплением, что весьма затратно. Поэтому газа ждут с нетерпением. Заявки подают массово. В следующем году газ будет подведен в несколько поселений. В 2024 году у нас по программе социальной газификации будет подключено 2 наслега. Это Бичинчинский наслег и Салтыкельский наслег. Значит, газораспределительные сети к данным населенным пунктам уже подведены. Сейчас проводится работа с населением. Прорабатываем вопрос с людьми, оказанию единовременной помощи. То есть в следующем году у нас будет 3 муниципальных образования. Это город Ленск, Бичинчинский и Салтыкельский наслег, которые у нас будут проходить по социальной газификации. Не остались в стороне и дороги. В этом году практически полностью заасфальтировано дорожное полотно до дач. На следующий год работы по асфальтированию дачной дороги будут продолжены. А в следующем году ожидаются уже более серьезные ремонты дорожного полотна. Коснутся они и наследных дорог. Уже сегодня заключены муниципальные контракты на ремонт дороги «Аэропорт». Работы будут проходить в 2 этапа. Завершить их планируется в тот же год. Выделенная сумма составит 72 миллиона рублей. Подрядчиком выступает фирма «Арарат». В 2024 году будет произведен ремонт дорожного полотна Витим-Пеледуй. Протяженность 23 километра на сумму 64 миллиона рублей. Также районная администрация продолжит заниматься содержанием межселенных дорог и мелкими ремонтами. Предусмотрены средства и на городские дороги. Богат год был и на проведение на территории Ленского района спортивных мероприятий. Состоялась спартакиада инвалидов, республиканские соревнования по волейболу, также были проведены соревнования среди общин. В этом году торжественно встречали бойцов, пришедших в отпуск с зоны проведения специальной военной операции. Когда ты видишь, что страна находится в трудном положении, надо ей помочь, когда понимаешь, что людей не хватает вооруженных сил, собираешься, идешь и делаешь, что умеешь. В такие ситуации важно как-то проявить сознательность. Пока главы семей защищают родину, их детям, женам и родителям оказывается помощь. В районе установлен ряд мер поддержки. В этом году мы осуществили закупку на порядка 21,5 миллиона. Мы учитывали, скажем так, пожелания людей, которые к нам обращались. Сейчас у нас это формируется. То есть как сформируется у нас этот пакет, скажем, помощи, да, то есть мы будем эту доставку, да, делать скажем так, целенаправленно. За текущий год были достигнуты успехи в каждой сфере. Строятся новые здания, ремонтируются и открываются социальные объекты и многое другое. Но такие весомые победы не только радуют, но и заставляют работать так, чтобы не снизить темпы. На следующий год руководство районной администрации ставит не менее важные задачи. Будет продолжено строительство социальных объектов, ремонт дорог, продолжит работу муниципальной программы поддержки населения, начнется газификация населенных пунктов и многие другие.